Советский районный суд Казани оставил под стражей бывшего полицейского Ильфата Баталова. Его подозревают в передаче взятки в 3,5 миллиона рублей. За эти деньги мужчина пообещал закрыть уголовное дело. Его задержали в начале этого года. Свою вину он признал, но просил суд смягчить ему меру пресечения. Подробности истории расскажет Елена Саляхова. Заставили признаться. Так объясняет чистосердечное раскаяние обвиняемого его супруга. Рассказывает, он сам работал в полиции. 16 лет назад вышел на пенсию. Всегда был чист перед законом. Ильфата Баталова задержали в начале этого года по подозрению в передаче взятки. Следователи считают его посредником. А вот эти два человека, вы хотите сказать, что они говорили? Они два жулика, мошенника. Акмеров и Голдобин. Кто такой Голдобин вообще? Начальник бывший. Он тоже полицейский? Нет. Он бизнесмен, хрен, мошенник и предатель. По версии следствия, в ноябре позапрошлого года некая Эмма Ахмерова обратилась за помощью к своему знакомому Артему Голбину. Попросила его помочь поменять ее мужу меры пресечения, чтобы его выпустили из следственного изолятора. Тот и познакомил ее с Ильфатом Баталовым. Мол, он пенсионер МВД и наверняка знает, к кому можно обратиться. 13 ноября 2019 года, более точное время не установлено, Голдобин, действуя в группе лиц по предварительному сбору с ранее знакомым Баталовым и неустановленными лицами, сообщил Ахмеровой, что может оказать содействие, чтобы Ахмерову не задержали в порядке 91 статьи УК РФ и не заключили под стражу. В случае передачи через него, Баталова, и неустановленных лиц взятки в виде денег в крупном размере в сумме 500 тысяч рублей должностным лицам правоохранительных органов Республики Татарстан. Супруга женщины из СИЗО освободили, и теперь он сам обратился к Ильфату Баталову с просьбой, чтобы уголовное дело в отношении него вообще закрыли. Бывший полицейский согласился, но запросил за услугу 3 миллиона рублей. Правда, деньги получить не успел. О преступной схеме стало известно действующим полицейским. В конце минувшего года начались задержания, и Баталов явился с повинной. Тогда я узнал также Зарипов, Голдобин, и я уже знал, что следствие идет. Я уже тогда написал явку с повинной, я 2 недели находился дома. Но явка с повинной не помогла. Ильфата Баталова арестовали и отправили в СИЗО. Сегодня он пытался убедить суд, что такая строгая мера пресечения не нужна, достаточно домашнего ареста. Однако следователь был категорически против. Уверял, что обвиняемый может скрыться и давить на свидетелей по этому делу. Несмотря на все доводы защиты обвиняемого, суд ходатайство следователя поддержал. Ему продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Он останется в СИЗО до 28 апреля. Елена Саляхова, Константин Бушуев, вызов 112. Это лучше увидеть. Все выпуски вызова на нашем сайте и на YouTube-канале ТНВ.